Исследователь Светлана Червоная пишет, что крымско-татарское национальное движение отличало глубокая убежденность в исторической обоснованности своего права на Крым. Активисты не признавали никакой альтернативы в решении своего вопроса. Только возвращение в Крым и возвращение всего отнятого. Вы смотрите третью лекцию курса проекта «ДЕРС. История национального движения крымских татар». Пока советская власть стирала историческую память, крымско-татарская молодежь собирала все доступные сведения о происхождении народа, его этногенезе, автохтонности. Опыт своей государственности – Крымское ханство и Крымская автономия образца 21 года. По крупицам собирались и фиксировались факты о трагедии мая 1944 года. 70-е годы отдельные исследователи крымско-татарского национального движения характеризуют как период застоя. Но на самом деле это был этап переосмысления. В национальном движении начались идеологические дискуссии о тактике и стратегии, формах протеста. Если первые группы активистов были ленинцами с опытом руководящей и партийной работы, то новое поколение из спецпоселений воспринимало советскую национальную политику как враждебную, не отвечающую интересам крымских татар. Была и третья группа. Она апеллировала к ленинскому пониманию национальной политики. Советская власть по-своему ответила на требования и активность крымских татар. В Узбекистане было предложено создать национальный район Мубарек. Параллельно система боролась с крымскими татарами, которые самостоятельно возвращались на полуостров. Отказывали в прописке, запрещали местному населению продавать дома крымским татарам, выселяли из уже купленных домов, разрушали дома, арестовывали и судили нарушителей паспортного режима. Продолжались и суды, прописочные и антисоветские. Однако крымские татары вновь и вновь говорили о своем праве жить на своей родине, о несправедливости советской политики и ограничении национальных прав. Режим реагировал на активность крымских татар не только репрессиями. Чтобы лишить национальное движение актива, власть применяет методы социального подкупа. Некоторым участникам национального движения предлагались высокие посты, быстрый карьерный рост в обмен на пропаганду отказа от идей возвращения. Позже добавились и листовки, подписанные сыновьями и дочерьми крымско-татарского народа. Самое известное – письмо 17, обращение к крымским татарам, в котором снимается ответственность со всей советской политической системы за депортацию и которая содержит призывы оставаться в местах ссылки и не срываться с насиженных мест. Однако процесс возвращения уже было не остановить. Национальное движение продолжало набирать обороты. Yaşlığıma koyalmadım vetanıma, hasret oldum ey güzel Kırım. Geze geze koyalmadım her yerlere, koralmadım vetanıma, hasret oldum ey